Вначале предлагаем вам информацию, которую подготовил Алексей Николаевич Михалюк, куратор проекта в Приморском крае по здоровому образу жизни. Значит, тема, с которой сегодня вас познакомят, и, может, какие-то еще раз придется сделать выводы и в отношении своих детей, и о той ситуации, которая сегодня происходит, она очень актуальна. Немножко представлюсь, сам я являюсь научным сотрудником Дальневосточного федерального университета. Я являюсь физиком и работаю в Центре нанофизики и нанотехнологий. Вместе с тем, мой личный опыт таков, что я веду здоровый образ жизни, я не пью, не курю, абсолютно принципиально, убежденно и рассказываю об этом другим. Вот сегодня меня пригласили тоже к вам немножко поделиться нашим пониманием этой проблемы и некоторыми практическими предложениями вы, родители, так, детей, которые учатся в этой небольшой школе, и вам их воспитывать, вам их готовить к дальнейшей жизни, к поступлению в университет и так далее. Сам я прошел весь этот учебный путь, я закончил университет с красным дипломом, я получил второе образование с красным дипломом, сейчас я пишу диссертацию. Сам я не пью, и мой образ жизни позволяет мне сказать, что я успешный человек. Поэтому вот эта жизнь без алкоголя, она дает большое преимущество перед всеми остальными людьми, которые употребляют алкоголь и прочие одурманивающие вещества. Поэтому вот сегодня я здесь, чтобы немного поделиться с вами своим личным опытом и убеждением, также некоторой информацией, которую вы, может быть, не знали, для того, чтобы чуть больше раскрыть эту тему. Итак, к теме про алкоголь. Почему именно алкоголь является такой проблемой? Интересно, последние события в Японии, которые мы все знаем, более 12 тысяч человек погибло и пропало без вести вследствие таких цунами и землетрясений. И все страны мира выражают сейчас свои соболезнования Японии, перед такой большой утратой, перед такой трагедией. Даже сейчас открылись благотворительные фонды, которые принимают пожертвования на благополучие, на поддержание, восстановление инфраструктуры Японии. Что касается России, то за одну неделю в России погибает больше человек, чем в результате всех этих катастроф, которые произошли в Японии за 1, 2, 3 дня, в течение которых были эти землетрясения и цунами. И нам никто не выражает соболезнования. Нам никто не помогает и не участвует. Более того, мы видим, что в направлении России существует определенная неформальная политика по распространению вот этой продукции, которая приводит к весьма определенным результатам. Так, про алкоголь хотел бы такой затронуть психологический и философский аспект, что алкоголь и прочие наркотики, они не являются естественным продуктом. Естественным продуктом является огурцы, картошка, простите. То есть это вещи, которые мы потребляем каждый день. Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем. Это естественные, необходимые элементы, которые необходимы нам для поддержания здоровья. Что касается алкоголя, табака и прочих одурманивающих средств, наркотиков, то эти вещи, они естественно в природе не существуют. Они искусственно созданы и привнесены в это общество и объявлены некоторой ценностью. Или даже, скажем так, культурой. Понимаете? Если вы не пьете на праздниках, вы ненормальный человек, скажут люди в России. Если вы на свадьбе, придете на свадьбу и не выпьете за здоровье жениха и невесты, вам скажут, вы ненормальный человек. Если вы проводите какую-то официальную встречу или делегацию и при этом не выпиваете, право скажут, вы ненормальный человек, протокол обязывает выпивать, чтобы встречать. Я сейчас пишу диссертацию, готовлю ее к защите, и даже в научном сообществе принято, что каждый защищающийся человек, он должен после защиты перед диссертационным советом, проставиться, то есть обязательно организовать мероприятия, банкеты, чтобы там был алкоголь, иначе не защитишься, как говорят. Что касается военных, то они обмывают свои звездочки в алкоголе, в водке, говорят, что не обмоешь. Но, знаешь, военным не будешь, или следующую звезду не получишь. И мы видим, как вот эта концепция того, что алкоголь – это часть культуры, неотъемлемая часть культуры, которая является ценностью, должна быть уважением, постепенно проникает в наше общество и очень целенаправленно. Люди зачастую говорят, ты что, меня не уважаешь, да? Давай выпить, ты что, меня не уважаешь? То есть вот это связывается с каким-то элементом уважения или культуры. Но нужно отметить, что такое культура. Если обратиться к
к английскому языку, которое дает вот такое трактование. Что означает праздник, или как переводится праздник, звучит на английском языке. Праздник. Очень простое слово. Кто-то знает английский язык? Как на английском звучит слово праздник? Holiday. Holiday, да? Holiday. Как переводится holiday? Day – день. Holy – что это? Святой. Представляете, да, святые дни в России. Святой день – это означает, что какой-то необычный день, вот в неделю один или два, не знаю, или может быть еще чаще, это день, когда мы должны приобщиться к святости, holy. То есть к чему-то возвышенному, чистому, вспомнить о какой-то культуре, вот, вспомнить о каком-то наследии или истории, которая связана с этим праздником. Вот. Но что мы видим в России? Как в России протекают святые дни, в кавычках, простите? Как? Каким образом? Протекает очень интересно. В святые дни, в дни, когда нужно делать то, чего я не делал в течение всей недели, дни, в которые я должен вспомнить то, о чем я не помнил и не вспоминал в течение всей недели, люди, вместо того, чтобы приобщиться к чему-то возвышенному, культурному, нравственному или, может быть, религиозному, они приобщаются к самому нечистому или к самому развратному. И обычно праздник у нас ассоциируется с выпивкой. Любой праздник. Алкоголь – это элемент культуры. Но так раньше не было, так было не всегда. Вот эта тенденция, вот это проникновение алкоголя, она началась с того момента, как государственная монополия на алкоголь в 1992 году с завершением нашего Советского Союза, когда она была передана в руки частным лицам. Вот, начиная с этого момента, когда сухой закон был приостановлен, этот элемент проник в наше общество. Можно посмотреть на другие страны, и мы увидим, что там такого опыта нет. Я недавно был в одной из арабских стран, мусульманской стране, в Ливане, и нас пригласили на свадьбу. Вы удивитесь, но на этой свадьбе абсолютно не было спиртного. Немножко было спиртного, поставили на стол в самом конце, за столом сидело 10 человек. В самом конце поставили одну бутылку какого-то легкого спиртного, какой-то один человек ее открыл, немножко отпил, и вот столько оставил. Представим русскую свадьбу. Русская свадьба – самый главный первый элемент, о котором думают организаторы русской свадьбы и спонсоры – это закупка алкоголя. Сколько алкоголя купить, какого алкоголя купить, посчитать на всех человек. И на русской свадьбе обязательно должна быть выпивка, люди выпивают, после этого они начинают веселиться, приходит какое-то расслабление. То есть смотрите, как мы сильно коренным образом отличаемся от других стран в понимании, что такое культура, что значит культурное времяпрепровождение, в чем вообще смысл культуры, в чем она состоит. Так вот, то, что алкоголь сейчас является частью культуры, это неправильно. Алкоголь это не часть культуры. Это вот такое наносное, искусственное вот такое влияние, которое, к сожалению, пришло сейчас к нам. Интересно про ГОСТ. В 1975 году мы проводили исследования, поднимали архивы, государственные документы. ГОСТ 1975 года гласит: алкоголь – это нейротропный протоплазматический яд, который оказывает разрушительное действие и влияние на психическую систему, на эндокринную, на иммунную, на нервную и на все прочие органы. Что касается ГОСТа в 1995 года, спустя 20 лет, мы открываем эти документы и видим, что там все эти слова убраны. То есть это определение, оно было просто исключено из государственного общего стандарта, который утверждает определенный вот уровень, да? То есть мы уже не увидели там этого определения. Это определение было вычеркнуто по понятным причинам. Итак, про алкоголь. Почему мы так много говорим об этом? Вообще сегодня тема заявлена также связанная с наркотиками. Ученые сделали такую градацию. Они проверили, какие существуют наркотики, сколько существует наркотиков. Выяснили, что примерно более 3 десятков, более 30 штук сильно действующих наркотиков существует. На первом месте героин. Они поставили на втором месте кокаин. Как вы думаете, вошел ли в эту десятку алкоголь? Вошел. Как вы думаете, на какое место? На первом. На первом героин, на втором кокаин, алкоголь на 5-м месте.
Представляете? Наркотики являются средствами, запрещенными к употреблению. Существуют государственные органы и службы, которые в рамках Конституции Российской Федерации преследуют людей, распространяющих и употребляющих наркотики. Алкоголь по своему разрушительному воздействию и влиянию на организм находится на 5-м месте, после героина. Но тем не менее, официально он является общепризнанным и общепринятым, более того, возведенным в ранг культуры. Представляете, какой парадокс?